Почему начинают курить? Как сказать «нет» вредным привычкам? Как не свернуть с правильного пути? Ответы на эти вопросы можно было услышать на профилактическом уроке, который прошел во второй столичной школе. Представители подразделения по делам несовершеннолетних УВД рассказали школьникам о необходимости здорового образа жизни. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, что такое привычка? Просто в вашем видении, что такое привычка? Кто-нибудь может сказать? Давайте. Что такое привычка просто? Что это? В вашем видении, как вы это видите? То, что мы неосознанно повторяем раз за разом. Все верно. Главной темой урока стали наркомания, алкоголизм и курение. Охватили также тему абсура. Такие профилактические открытые уроки с подростками проводятся регулярно, не являются неотъемлемой частью совместной работы педагогического коллектива и инспекторов по делам несовершеннолетних. В основном, да, это старший класс, потому что данная тема касается именно их, потому что у нас сейчас еще есть такая проблема, как соцсеть, поэтому не всегда у родителей получается проводить беседы с детьми. В помощь родителям существует инспекция, которая помогает детям рассказать о существующих проблемах. Доказано, что курение вызывает 25 заболеваний. Так, начав курить в 15, человек сокращает свою жизнь на 8 лет. Именно такие факты можно было услышать на уроке от инспекторов. Дети, в свою очередь, отвечали на заданные вопросы, не стесняясь. Честно хочу сказать, что человек начинает курение и тому подобное не потому, что ему это нравится, а скорее всего из-за общества, потому что он считает, что если я начну это делать, то меня примут, я стану более круче. Думает, что благодаря этому он может стать взрослее. Но для меня кажется, взрослость приходит, когда ты можешь говорить «нет» и ставить себя превыше всего этого. Лекция очень понравилась, я узнала много нового, я узнала, что курение и алкоголь вредят не только здоровью, но и твоему будущему. Молодежи советую слушать себя и выбирать хорошие компании, которые тебя не подталкивают к плохому, а наоборот поддерживают и помогают. Сейчас мне очень понравилось, я очень много узнал. И теперь я хотя бы знаю, как мне нужно действовать, и каких же мне привычек избегать, и какие же привычки мне нужно, хорошие привычки мне нужно будет получать. Понимаю то, что в большинстве случаев очень сложно от этих привычек избавиться, и в первую очередь скажу, что обратиться за помощью определенно нужно к старшим, которые готовы помочь избавиться от этих привычек. И ни в коем случае не надо бояться, стремиться к тому, чтобы этих привычек больше не было. Подобные уроки набирают популярность среди подростков, отмечают инспекторы. Заинтересованных становится все больше и больше. Нала Чхинджери, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.